преддверии Дня работника культуры мы пригласили на программу интервью министра культуры Республики Башкортостан. Здравствуйте, я представляю Амина Шаевкова. Здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня я, наверное, в честь того, что День работника культуры, позволю немного выйти за форматные признаки нашей программы и попрошу с вами побеседовать, Амина Евгеньевна, именно, наверное, как с человеком, как, с лицом культуры Республики Башкортостан на сегодня, и немного рассказать о себе, потому что мы вас знаем не только как руководителя ведомства, но еще и как работника культуры, который на самом деле начинал с самых молодых своих лет, с самого начала в культуре, не чужой человек. Наверное, это одно из самых главных достоинств как руководителя Министерства культуры. Амина Евгеньевна, и первый вопрос, наверное, я хотела бы вам задать. Вот я сейчас уже сказала о том, что вы с самых молодых ногтей, да, условно назовем, в культуре. Как это началось? Как вообще культура вошла в вашу жизнь? Культура, воспитание, любовь к культуре начинается, конечно же, с семьи. И здесь огромная роль принадлежит моим родителям, папе, маме, поскольку с самого детства я слышала башкирские народные песни. Это благодаря башкирскому радио. Вы знаете, утренняя передача всегда была, когда был гимн, потом шли башкирские новости, башкирская погода в Башкортостане, и шли башкирские песни. В обед точно так же мы всегда слушали, на кухне звучало радио. И все время у меня детство ассоциируется с башкирскими народными песнями, с этими прекрасными голосами, с этими уникальными жемчужинами башкирскими. Но и папа, и мама, они у меня и поют тоже сами. И мама говорила, что я начала петь раньше, чем начала говорить. То есть это было во мне, и, наверное, сама природа, сама родина, Бурзянский район. Там просто восхитительные, энергетически очень сильные места. Просто невозможно не родиться таким поэтом, художником. Наверное, корни идут оттуда. Когда вы переехали из Бурзянского района уже в Уфу, расскажите, куда вы поступили? В обычную общеобразовательную школу или специализированную музыкальную? Учиться я начала, конечно, в образовательной школе, но параллельно в 49-й образовательной школе, и параллельно ходила, в первый класс мама меня отдала, в 13-ю музыкальную школу имени Халика Заимова, и я училась там у дочки нашего легендарного башкирского композитора Халика Заимова, Альбины Халиковны. Это был мой первый педагог, и, видимо, увидев во мне какие-то способности, после 3-го класса она меня отвезла в спецмузшколу. Мои родители даже не знали, где я, что я. Я просто ушла в музыкальную школу летом за программой, и долго меня не было, но вечером, когда пришла домой, сказала, мы ездили в какую-то школу специальную, в общем, мы сдавали какой-то экзамен. И просто мой педагог, она уезжала в Москву, и так, чтобы определить мое, наверное, будущее музыкантское, она меня отвезла, мы сдали экзамен, я поступила. И с 4-го класса я уже обучалась в средней специальной музыкальной школе. И видимо, там в меня было такое окружение, потому что в классе все, с кем ты учишься, все музыканты, все на чем-то играют, и разговоры с утра до вечера о музыке. Наверное, основное воспитание как музыканта получила я там. А как пианистка, наверное, я уже сформировалась чуть позже, когда попала в институте в класс Наили Галиевны Хамидуллиной. Мой любимый профессор, с которым мы до сих пор очень тесно дружим, и с которой я советуюсь даже по сегодняшний день. Мы с ней очень тесно связаны. И надо сказать, что культурная жизнь Уфы в 80-е, 90-е годы, она тоже наложила сыграла свою роль в формировании, воспитании. Это я к чему? Я к тому, что как важно, когда семья, когда родители водят детей в театр, водят на концерты. Мама меня всегда водила, мама с папой водили меня в театр кукол. И когда я вижу сейчас обновленный театр кукол, у меня душа радуется, потому что у тех детей, которые приходят сегодня туда, у них тоже останутся воспоминания на всю жизнь, и детство будет ассоциироваться с этим прекрасным местом, где они получали такие прекрасные эмоции. Меня водили в театр оперы и балета. Папа у меня сам учился в Москве,
в Тимирязевской академии, и он всю свою студенческую жизнь ходил в Большой театр, и он хотел, чтобы мы тоже с сестрой воспитывались на этих прекрасных шедеврах, и он водил наш башкирский театр оперы и балета. Водили меня очень много в театр, башкирский академический театр драмы имени Мажита Гафури. И вот я все время вспоминаю спектакль «Долгое-долгое детство». Это тоже тот спектакль, с которым ассоциируется мое детство тоже. И те актеры, на которых мы смотрели из зала, я тогда даже подумать не могла, что наступит какой-то момент, что я смогу с ними общаться, и они могут быть мне по жизни такими, знаете, добрыми советниками. Я с ними сегодня советуюсь, со многими общаемся тесно, и они выступают экспертами. И для меня, конечно, это большая радость и большое счастье. Но вот если вернуться именно к вашей биографии и говорить о том, что после музыкальной школы вы уже поступили в Уфимский институт искусств, и была ассистентура, стажировка в Казани. Вот этот этап жизни какую роль сыграл? Ну, как я уже сказала, вот в институте мне выпало большое счастье учиться в классе профессора Наили Галеевны. В принципе, первые мои сольные концерты и вообще впервые я почувствовала себя такой состоявшейся пианисткой, тем, что я что-то могу именно вот в ее классе, именно благодаря занятиям с ней. Первые конкурсы, первые выезды были с Нелли Галеевной, ну а ассистентура стажировка в Казанской консерватории, где я училась в классе Ирины Сергеевны Дубининой, там уже это более зрелый этап такой, когда ты приезжаешь и играешь там полуторачасовую сольную программу. Это такая большая, серьезная музыкантская работа. Ты эту программу готовишь, тоже работаешь с своим профессором. Это уже так, знаете, как доведение до высшего мастерства. Просто в то время не было ассистентуры стажировки в Уфе, в нашем Уфимском институте. Возможно, я бы осталась бы и здесь, но так как ее здесь не было, мне пришлось уехать в Казань, но я ничуть не жалею. Это новые контакты, новые связи, новые впечатления. И это все, наверное, вот сыграло свою роль в моей жизни тоже. Ну и вполне тогда логичным ложится тот факт, что вы были стипендиатом международного и республиканского уровня престижного фонда «Новые имена», и он поддерживает талантливых юных музыкантов. Насколько это было важно? «Новые имена», знаете, это была такой знак качества. Была прекрасная программа, которая выявляла одаренных детей, одаренную молодежь. И из этого фонда вышли и братья Абдразаковы, и Артур Назиуллин прекрасный, и виолончелист Антон Павловский. Этот фонд открыл именно многих-многих молодых ребят, именно зрителю. И фонд возглавляла Светлана Галеевна Хамидуллина, родная сестра моего профессора. И Светлана Галеевна, и мы помню, такой большой детворой, большой ватагой такой выезжали на гастроли по республике Башкортостан. Это были такие яркие, запоминающиеся выезды, выступления Октябрьский, Туймазы, Стерлитамак, Салават. Мы выезжали, мы выходили, и полные залы нас приветствовали. Представляете, какая была прекрасная школа, когда ты студент, и ты выступаешь среди сильнейших таких же ребят, как ты, нашей республики, и ты, естественно, стараешься держать марку. Это большая ответственность, и ты постоянно работаешь над собой, и это дает большой задел для формирования тебя как концертного исполнителя. И вот такая счастливая тоже страничка в биографии моей есть, и я благодарна судьбе тоже, что была встреча со Светланой Галеевной Хамидуллиной, которая, кстати, была и основателем конкурса Наримана Сабитова, в котором тоже мне посчастливилось принять участие, стать лауреатом этого конкурса. Вообще она многое делает для сохранения, для развития, для пропаганды башкирской музыки. И вот это вот участие в концертах, что на одной сцене выступали со знаменитыми звездами, да, с теми, это заложило фундамент для того, чтобы принимали участие уже на международном уровне в конкурсах. Причем, опять же, мало кто из зрителей наверняка знает, что вы выступали на международном уровне в Италии, во Франции, если я не ошибаюсь, в 90-е. И поправьте, если я не права, вы первая пианистка из Башкортостана, кто именно выступал на таком уровне. Да, это был первый выезд, это был 96-й год, также март месяц, много лет назад. И вот
Был, конечно, огромный риск, был большой страх, поскольку железный занавес, это была середина 90-х, и вот вроде как бы недавно рухнул этот железный занавес, начали выезжать, были опасения, но мы выехали вместе с Нелли Галеевной, с моим педагогом, и какая же была радость, когда нам удалось достойно представить республику, но это тоже была большая ответственность, была очень большая серьезная программа, тоже больше часа, 2 тура мы играли. И это, наверное, такая для студентки того времени, 90-х годов, это была прям ярчайшая история. Я до сих пор вот всем рассказываю, что весна, у меня аромат весны ассоциируется вот с тем временем, когда мы готовились к этому конкурсу на протяжении многих месяцев, многие часы, каждый день занятий. Ну, это было счастье. А далее, уже чуть позже, уже 2003-2004 год, это были выезды в Италию, в Болгарию. Я уже тогда преподавала сама, была преподавателем. Тоже была ответственность большая. Но конкурсы, они же ведь стимулируют к росту. От конкурса к конкурсу ты развиваешься сам. И если ты хочешь профессионального совершенства, то конкурсы и концерты, они просто обязательны. Ты растешь, когда готовишься, ты растешь, когда ты выступаешь, ты растешь, когда ты соревнуешься с другими. Поэтому я всегда всех призываю к тому, чтобы не делать всегда чуточку больше, чем ты можешь. Всегда стараться победить себя. Только с самим собой ты можешь соревноваться, только самого себя ты можешь победить. И это идет только в твою копилку. Но и потом вот эта вот музыкальная карьера, музыкант, пианистка, затем вы начали преподавать, и уже дальше вот карьера пошла, может быть, немного поменяла свой поворот, и вы стали уже ректором вуза, сейчас министр культуры. Вот как это получилось? Знаете, если бы кто-то мне много лет назад сказал, что у меня будет такая карьера, я бы, наверное, не поверила, потому что я никогда не мечтала сделать вот такую карьеру. Я всегда мечтала заниматься творчеством, но в жизни получилось так, что пришлось быть ректором и пригласили работать министром, и я сегодня ни капельки не жалею, что я сегодня работаю в этой должности, но я всегда говорю о том, что должность, она может быть у многих, но профессия, владение профессией в совершенстве может быть не у всех. Поэтому на какой бы должности ты ни был, все равно у тебя есть профессия, есть вот твой такой стержень, которого у тебя никто никогда не отнимет, и уровень которого зависит только от тебя. И поэтому, даже находясь на должности, всегда стараюсь поддерживать свою профессиональную форму. Но говоря вот о должности ректора и министра, будучи ректором, я была горда тем и счастлива тем, что имею возможность сделать что-то чуточку лучше в своей альма-матер, улучшить там какие-то условия, помочь чем-то педагогам. Я и сейчас стараюсь помогать. А вот будучи министром, конечно, тут поле деятельности очень обширное, очень огромное, и я счастлива тем, что я имею возможность менять к лучшему культурную среду нашей республики, изменять культурное пространство. Ты можешь создать такие прекрасные проекты, то есть тут очень огромное поле деятельности, и ты имеешь возможность общаться с таким огромным количеством прекрасных людей, от которых просто заряжаешься духовно, энергетически, вместе с ними растешь, тянешься к ним. И я считаю, что здесь тоже мне в жизни очень сильно повезло. Но при этом вы еще и продолжаете репетировать. То есть, несмотря на то, что сейчас должность министра культуры Республики Башкортостан, конечно, это и большая нагрузка, но при этом вы еще и приходите, репетируете порой до полуночи. Как вы успеваете? Вы знаете, когда есть желание, возможность всегда находится, и силы находятся. Это, знаете, такая отдушина, и это то, где ты, как бы твоя батарейка, где ты подзаряжаешься, и ты чувствуешь в себе силы. Если приходится общаться в силу деятельности с профессионалами высокого уровня, ты сам тоже должен быть высоким профессионалом, иначе ты не можешь требовать этого с других людей, требовать от них совершенства, требовать движения вперед, поэтому ты сам должен быть примером для них в первую очередь. Ты должен
вдохновлять людей, ты должен вести за собой людей. Это удел любого руководителя. И здесь, конечно, говорить о том, что откуда силы берутся, они, наверное, оттуда и берутся, что когда ты отдаешь людям, к тебе возвращается сторицей, и ты от этого еще больше вдохновляешься и идешь вперед. Когда у вас состоится следующий концерт? Когда у вас будет концерт и что исполните? Концерт у меня будет ровно через неделю. Это 29 марта в Башкирском государственном академическом театре оперы и балета. Будет программа как и зарубежных романтиков, это будет и Ференслиц, это будут и русские композиторы, Чайковский, Рахманинов, обязательно башкирская музыка. И партнерами по сцене у меня будут великолепный Оскар Абдразаков и блистательный Артур Назиуллин. Это счастье тоже творить с такими прекрасными музыкантами на одной сцене. Вот такой, ну еще будут небольшие сюрпризы, но это оставим уже для зрителей. Амина Евгеньевна, спасибо огромное, что в преддверии Дня работника культуры вы пришли к нам в студию, рассказали. И еще открою один из маленьких секретов, что именно День работника культуры не зря может быть поблизости с вашим днем рождения. Это тоже судьбоносно. Наверное, судьбой где-то было предначертано. Родилась я за день до работника культуры. И поэтому я всегда чувствую какую-то неловкость, когда в День работника культуры начинают поздравлять меня с днем рождения. Но вот поздравляя работников культуры, вот даже само слово «работник», оно, мне кажется, не совсем справедливо по отношению к творческим людям, потому что это не работа, это образ жизни. Нельзя работать в культуре с 9 до 6. Это невозможно просто, потому что мы работаем не умом, не чисто механически руками, мы работаем сердцем, мы работаем душой, а их невозможно отключить там в 6 часов вечера, когда у тебя закончился рабочий день. Ты все время этим живешь, и любой творец вам скажет, что ты, бывает, ночью просыпаешься, потому что у тебя там что-то в голове звучит, или у тебя какие-то образы приходят. И День работника культуры, я уверена, многие встречают, кто-то в мастерских, кто-то в танцевальном зале, кто-то там будет петь, работать. И поверьте, это будет не работа для людей, это любимое дело, это призвание, это образ жизни, это, наверное, смысл твоей жизни. Это сегодня, если ты попадаешь в творчество, то это необходимо тебе как воздух. Ты уже без этого не можешь. Это такая, я вот вчера буквально записала пост про зависимость. Это такая приятная зависимость, знаете, от которой не хочется отказываться и не надо. И я хочу пожелать всем коллегам своим, конечно же, вдохновения, возможности заниматься своим любимым делом, благодарных слушателей, благодарных зрителей, поклонников. И сегодня я хочу вспомнить о тех ребятах, которые находятся в зоне специальной военной операции. Мы сегодня гордимся ими. Они представляют там культуру, кто-то защищает духовные рубежи, работая в концертной фронтовой бригаде, кто-то с оружием в руках. Мы очень ждем их возвращения. И пусть в День работника культуры еще раз мы скажем всем спасибо, всем, кто сегодня творит такую прекрасную, нашу красивую, яркую, эмоциональную, вдохновленную нашу прекрасную республику. Мы и вас поздравляем с предстоящим Днем работника культуры. Действительно, вдохновение – один из самых важных моментов. И пусть ваша работа, ваше дело жизни вдохновляет вас, чтобы вдохновлялась и наша культурная жизнь. Спасибо большое. Спасибо. Это была программа «Интервью». Спасибо, что были с нами.